11 лет школы позади, настала пора проверить полученные знания. Единый госэкзамен сегодня сдают более 900 учащихся. Волнение перед началом ЕГЭ свойственно для каждого. Правда, Абубакару Азиеву удалось его побороть. Чтобы мечта стать врачом сбылась, нужны высокие оценки, поэтому никакой паники перед сдачей. Особого волнения нет. Все нормально. Иншалла. Диалог был добром. Диктор будет. Как ты готовился к ЕГЭ? На дополнительные ходил к репетиторам, в школе занимался и самоподготовка тоже была. Первый день ЕГЭ ребята сдают химию, литературу и географию. Для этого в республике задействовано 8 пунктов сдачи. На 406-м пункте, открытом на базе 6-й Назрановской школы, свои силы пробуют 150 сдающих. Экзамен длится 3 часа 30 минут. У нас 14 аудиторий подготовлено. Из них 3 аудитории для детей с ограниченными возможностями здоровья. Им можно сидеть, сдавать экзамен на 1,5 часа дольше. Весь пункт оборудован системой видеонаблюдения. Находится на пункте федеральные общественные наблюдатели, федеральные эксперты, которые будут контролировать объективность процедуры проведения экзамена. Никаких телефонов и шпаргалок. Полагаться нужно на собственные знания. Для соблюдения этого правила организаторы следуют целому списку принятых ограничений. Это и металлодетекторы на входе, камеры видеонаблюдения в аудиториях. Узнать ответы на задания заранее также не получится. Мы уже 2-й год работаем по технологии печати полных экзаменационных комплектов в аудитории проведения ЕГЭ. Ровно в 9:30 скачивается ключ доступа к экзаменационным материалам. Данный ключ доступа каждой аудитории на станции организатора активируется членом МГЭК, и только после этого КИМ становится доступны. По всей стране экзамен по литературе планируют сдать более 50 тысяч участников, по географии около 19 тысяч, по химии более 83 тысяч. Экзамен по литературе в этот день написали более 160 ингушских школьников, на географию заявлено около 20, на химию, единственный предмет, который сдают на этом пункте, более 700. За работу 90 баллов, а то и все 100 по этому предмету рассчитывает и Хасан Мурзабеков. Кем хочет стать по профессии, он пока не решил, но очень хочет проверить свои знания по самому любимому и очень важному, по его словам, предмету. Кто знает, в шутку делится Хасан, может быть, он когда-нибудь создаст лекарство против рака. Химия – это великий предмет. Я начал понимать, что из чего состоит. Мир вокруг меня – это, по сути, химия. Я понимаю, как движутся микробы и как их можно уничтожить. Я понимаю, как это происходит. Я понимаю, как устроено мыло, которым я мою руки. Там содержится, да, натрий там содержится. Оно твердое в таком случае бывает. Может, это некоторые не поймут, но изучая это, можно стать настолько умным и развить свою логику так, что в любой другой сфере будет намного легче обучиться. Волнение или плохое самочувствие – частые причины несдачи ЕГЭ. Если стало плохо, помогут в медпункте, а пересдать экзамен можно будет и в резервные дни. Свои результаты по сегодняшним предметам участники узнают не позднее 10 июня. Следующий экзамен пройдет 30 мая. В этот день выпускники будут сдавать один из обязательных предметов – русский. Основной период сдачи продлится с 26 мая по 2 июля. Дана Плиева, Рамзан Зурабов. Новости 24.